Время отпусти меня, как отпускали ее погулять. Дорогие друзья, сегодня еще хочу вам маленечко контент разбавить, а то все одно по одному. В общем, у меня есть такая тема, когда вот женщина одна, вот ко мне она приезжала, в принципе, вот, хороший человек, в общем, все-таки, дорогие друзья, сегодня новый вид ремонта, так скажем, контент, другой чуть-чуть поснимаю. В общем, тема такая, когда человек очень сильно загружен, здесь у нас в районе, ну, в принципе, можно и районнику это сделать, без разницы. Вот. В общем, сейчас еду сам, самостоятельно, забираю машинку. Вот. И что буду с ней делать? В общем, там по батареечке проблемы очень, ну, там около 10 батареечек надо будет поменять, может больше уже, потому что это было летом. Женщина поехала денежку копить. В общем, сейчас сам забираю машину. Но так как у женщины загруженная очень сильно, постоянно нужна машина. В общем, сейчас что делаю? Беру машину, привожу, ставлю свою батареечку, подкидыша ставлю. Ну, батарейка чисто для того, чтобы просто машина могла запуститься и ехать. Но на ней наваливать не надо, короче. Ну, она как бы заведомо очень с маленьким процентом. Там я собрал там 40% элементами, 30-40%. Чисто она все работает, все в порядке, просто потихонечку выходят из строя некоторые элементы, так скажем. Вот. Сейчас я поставлю этого подкидыша, заберу ту батарейку на ремонт. Ну вот такой вот будет контент. Подписка, лайк. Поставлю подкидыша. Подкидыш, в общем, объясняю в двух словах, что такое подкидыш. Это батарейка, ну, плохая, но на ней ехать можно. Скидывая ошибку, периодически вылазящую. Вот. Но ничего с ней нету там проблем, так скажем. По городу перемещаться можно. Да и как вы видите, состояние какое, сервис это называется. Сейчас 21 век, не надо ничего бояться там. Я не какой-то там мошенник, там хочу там машину угнать, еще что-нибудь там. Всякую ерунду вот такую начнут там всякую фигню писать, блин. Мне какой резон там? Лучше я сейчас заработаю так денег, чем я буду там потом за какие-то телодвижения неправильные сидеть там в тюрьме, блин, и так далее. Понимаете, сейчас уже давным-давно человек уже занимается своими делами. Вот, по-моему, вот этот Prius. По-моему, да, это он. Я вот сейчас его буду забирать. Сейчас схожу за ключами. За ключами схожу. Поставлю рядом свою машину. А эту заберу. Да, Prius на 17-х тапках. Такой хороший аппарат на самом деле. В общем, эта история у меня была, как не надо покупать машину. Ну, там с благих намерений, конечно, было. То, что сын купил машину и не проверил батарейку. В общем, сейчас я ее заберу. Поставлю подкидыша и привезу обратно. В общем, сходил, ключи обменял. Свои. Идем. Да тут. Да, кстати, хорошая машина. Прям очень мне нравится. Prius 30. Это тема. Другое ощущение на самом деле от автомобиля. Совсем другое. Но вот женщина неправильно ставит. 25. И когда просто стоит машина, надо 25 ставить, и вот так. Второго лобового, я так понимаю, нету. 25 и выход, этот забор воздуха из салона. Вот это единственный как бы косяк. Интересно, руль обычный почему-то, но оптика трехглазая. Вот смотрите, видите как край, видите, он отображается трехглазый, но такие дела. Сейчас поехал я, блин, отдал ключи от машины своей. А у меня ключи от, блин, от бокса там. Да, кстати, 17-е колеса.
Трехглазый. Раз, два. А вот еще третий глазик, оказывается. Раз, два, даже 4 глаза. Но тут 3 горит. Здесь 4. Туманки. Хорошая комплектация, но почему-то руль не кожаный, нифига. Почему-то. Видимо, поменяли. Руль печальный был, наверное. Продаваны поменяли. И батарейку тоже поменяли. Видимо. Ладно, поехали. Видите, она вот так ругается иногда. Типа, ты что-то хлопнул, дверь, говорит. Дурачок, что ли? Пи, говорит на меня. В общем, еду. Prius 30 такой. Прям машина интересная, на самом деле. Но она очень интересная машина эта. Прям очень интересная. Тормоза, блин. Резина так себе, значит, здесь. Ну-ка. Видите, моргает антиюз. Антиюз моргает. Что там по пробегу, кстати? Трип. Ну, пробег может быть смотанный, поэтому как бы тут ничего не удивляюсь ничему. 135 772. Ну, Prius 30, конечно, эта машина, блин, прям мне очень нравится. Я вот сейчас вот сюда сел в нее, и как в своей тарелке, так скажем. Абсолютно доволен. Альфа чуть-чуть другая. Альфа чуть-чуть другая. Prius Альфа. А 30-очка такая, прям она прям дерзкая такая, прям чуть газку нажимаешь, он сразу летит прям. А Альфа чуть-чуть побольше. Понимаете? Как бы они и так, она и так хорошая машина. Но 30-очка, она как бы такая, прям реально создана для коммерческого использования. Создана для того, чтобы на ней зарабатывать бабки. В общем, как-то так и никак иначе. Создана для того, чтобы деньги зарабатывать машина. Еще раз, 25 изнутри пока не надо. Когда едешь, всегда переключаться надо сюда. Тут, кстати, вот кнопочка вот эта дублируется. Вот видите, хоп, нажимаю. И все, температура 25. 25. И тогда нормальный будет расход. Плюс эко-режим еще, когда стоишь. Эко. Совсем забыл. Все. Ну, такое прям. Кожаные чехольчики прикольненькие. Вот здесь кожаные. Салончик такой довольно-таки неплохой. Прям под Наташей, видите, стоят. Экономия должна быть экономной. Но машина хорошая. Единственное, то, что вот по батарейке был момент. Вот сейчас момент по батарейке. Но опять-таки эту батарейку я сейчас отремонтирую, и будет все четко. Вот. Но это на несколько дней, скорее всего, затянется, потому что все-таки хочу проверить батарею эту по каналу, по канально. А может и не буду проверять по канально. В общем, сейчас глянем. Сюда поставлю подкидыши. Это будет часть 1. Сейчас выгоню своего красавчика. Тоже вот надо маленечко каждый раз вот проглаживать с тепла. Опять он вздыбился почему-то. Блин, интересно, что с ним сделать, чтобы он не дыбился. Вот, видите, опять вздыбилось, блядь. Что за херня, блядь? Что тебе надо-то, парень? Что ты вздыбился-то, на? Опять. Не хочешь клеиться, что ли? Как так-то, блядь? Заказал, кстати, сюда нормальные резиновые коврики. В Валберисе продается. Нормальные резиновые коврики, без всяких, блядь, херобор. Потому что мне вот эти Эво вообще не нравятся. Так, глянем, что у нас за машина. Хоба. Пи, говорит. Ну-ка, газ палас. Отключаем пока. Сейчас его выгоню на улицу, пусть стоит на улице. Но тут совсем другой кайф, конечно, ребята. Прям другое ощущение. Машина прям другая, прям. Кто что бы ни говорил, но Альфа это другой аппарат. Тут совсем другое ощущение.
другое прям. Так, Альфу отогнал. Сейчас эту загоню. Батареечку перекину. Итак, все выгружаю. Под Наташей ночует. Сейчас вот принес свою подкидыша. Ставлю. Забираю тот на ремонт. Подкидыш подкинул. И тут еще такой нюанс. И смотрите, ребята, кто не знает, куда полку положить. Вот она, полка вот здесь должна лежит. Просто тут сейчас мне она не нужна, мешается. Поэтому полку сюда. Так, посмотрим контакты. Контакты окислены. Я не помню, мы меняли там, не меняли и контакты. Что-то быстро они умерли. Видимо, все-таки вот эта вот Наташа, блин, колмачение жестко убивает прям контакты. Не помню, меняли, не меняли, но скорее всего меняли. Или не меняли. Я сказал то, что приезжайте, будем делать все. А она тогда отказалась. Сказала, денег нет, вы держитесь. И вот сейчас повылазили ошибки. В общем, как-то так. Ну, сейчас пока зубной феей пройдусь. Быстренько предварительно сделаю и туда на поканалку. Так, разница 0,44. В принципе, докатались. Раньше было 10, по-моему, 10 элементов тогда посчитали. Сейчас посмотрим, сколько будет. Сейчас посмотрим. Итак, первый. В общем, разбег большой. Будет ремонт. Пока подкидыш стоит. Подкидыш. Так, 6 часов. Верну машину. Заберу свою. Буду ковыряться дальше. Так, ну чё, картина Репина. Раз, два, три, 4, 5, 6. Плюс еще тут будут. В общем, как-то так, а никак иначе. Почему голубоглазый получился? А? Дядька. Пацан, смотрите, растет, блин. Какой четкий. Будет так же потом машины ковырять, блин. Да? Мелочь берем? Мелочь берем или отсюда, или оттуда? Нет, давай отсюда. Сармат. Видите, какой сармат? Давай, кулачок. Красавчик. И этот вот досить маленькую какую девочку. В общем, снимаю видео для владельцев приусов. Если вы хотите подольше, чтобы постояло, нажимаете вот эту. Оба. Нажимаете режим эко. Оба. И все. И 25. Можно меньше сделать на двоечку. 23 пусть будет. Тогда вообще четко будет. Прям супер экономия будет. В общем, приуса отдал. Сажусь. Женщина очень занятая. В общем, сажусь в своего красавчика. Своего красавчика. Вот. Машина чуть-чуть подальше там. Пойду. Добью батарею. Не, сегодня навряд ли, потому что проверка будет очень идти очень долго, так скажем. Завтра только закончится проверка, потому что я сейчас уже, наверное, домой топну. Устал что-то я, блин, гостить здесь. В общем, я все эти пометил. Смотрите, как. Все тут по номерам, как положено. 73, ну-ка. Хотя, эта батарейка, короче, уже была тогда подозрительна. У меня даже есть видео. Видео есть. Старое. По этой батарее. И написал я это видео. Как нельзя покупать автомобиль. В общем, я просто в шоке. Все мертвые. Даже мой подкидыш намного лучше, чем вот эти вот. Чем вот эта батарейка. Самая сильная батарейка 1626. 1626. 40-50%, ребята. Это просто какой-то пипец. В общем, я могу смело 50% батарею собирать. Это вся утиль. Просто утиль. Вот 40-50%. Смотрите. 1800, 1900, вот 1633, видите? 1633. 1700 есть. 44%.
В общем, даже 40% там нет. Вот 50-60% могу собрать. Блин, у меня не хватит батареек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 плюс 15, 30. Кстати, хватит. Но они вообще очень ненадежные, очень нестабильные. Это будет не батарея, это будет какая-то херня, блин. Вот. Подкидыш. Как так-то, блин, могли так обломиться-то, блин, когда покупали-то, ё-моё, не проверить. Ёк-макарёк, блин. Но она, говорю, какая-то интересная. Вроде G-LED. Руль не кожаный. Нифига. Простой руль пластиковый. Такого же не может же быть. Фары хорошие, трехглазые, а руль плохой. Кто-то, видимо, вот эти вот владивостокские перекупы, вот эти вот, занимаются такими делами на лоха, так скажем. Вот. Пипец, я просто в шоке. 900, смотрите, это все, это мертвые. Я ей даже не поставил ей. Это я еще до крестов не дошел. Вот эти я отметил вот крестами. Провел по ним. Ёк-махарёк, блин. Да, печень посажу женщине, печень посажу. В общем, сейчас созвонился с, хозяином этой батарейки. В общем, такие ситуации, это называется барыжнический движ. Понимаете? Чисто на рынок поставили, расчехлили машину, поменяли батарейку, чисто для того, чтобы, так скажем, кто приедет сразу без проверки правильной. Тупо покупает и тупо, уезжает, и все, в один конец. Приехал там какой-нибудь Вася Пупкин, да? Вот. О, машина нравится, все. Как в обычную тачку прыгнул и топнул. Но надо-то проверять батарею. Хотя бы через компьютер проверили бы батарею. Хотя бы. Но вот сейчас вот я вот поставил вот этот прибор, да? Это называется поканальный прибор. Очень четкий, кстати. Вообще, просто мне к нему претензий нет. Все батареи, вот, допустим, гибрид Neolab, владивостокские ребята, все батареи прогоняют через него. Все батареи. Владивостокский метод проверки получается именно вот с этим методом проверки батареи. Просто, нету вариантов, чтобы ты тут что-то кого-то обманул. Если она набрала вот 1000 очков, да, это даже 30% нет, потому что до 1300 начинается с 1600 более-менее батарея. И то это 40-50%, 1600. Вот смотрите, 1626. Сколько это? 41%, 1500. Вот сейчас 1147 стало. 1100. По 1700 залилось. Это только залилось по 1700, по 1800 позаливалось. А должно было 3999 залиться. Понимаете? Все чисто уже. Но она едет. Кстати, да. На ней можно ездить, ребята. Тут нету, как это вот, я вот сейчас вот рассказываю всем. Тут вот в этой батарейке, пусть она и там дохлая, да. Как дохлая, мало процентов в ней. Но в ней нету коротышей. Крестов нету здесь. Короткого замыкания. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 баночек. И в этих баночках нет короткого замыкания. Но они уже вот так вот, грубо говоря, вот, заполнены илом. Работают только вот на столечке. Понимаете, да? И сейчас разбить батарею. Вот, допустим, вот это 100%, да? Вот вся вот полностью 100%. Вот столько будет, допустим, 90%. Да? Вот это ил вот здесь ил будет, допустим, ил. Да? Это 90%. Вот так вот 80%. Вот так вот 50% посередине. Грубо говоря, вот здесь будет ил. Допустим, осадок, все. Здесь все, ничего, только можно вот это заполнять место. И, грубо говоря, вот это место заполнено. Сейчас вот, допустим, батарейки вот такие вот. Либо вот такие вот там, посюда. Все остальное за илом засыпано. Схематически объясняя, вот. Что такое 90%? 90% это вот, 90% полностью она может сюда заливать энергию. И вся пластина работает, все пластины работают. Но так как вот здесь, вот, грубо говоря, ил,
меньше процентов становится. Вот. Здесь вот я закосячил, короче. Батарейки, видите, сломал резьбу. Но они нормальные, вот тут вот, я не знаю сколько процентов. Я их чисто так использую куда-нибудь. Подкладывать куда-нибудь. Вот. Чисто под батарею иногда подкладываю. Чисто мне такое иногда возвышение бывает. Вот, потому что у Prius 30-го есть вот такая вот кочерга. Вот эта вот. Она, чтобы ровно батарея стояла, как раз вот эти две штучки туда подкладываю. В общем, примерно я объяснил, показал, что это такое. Сейчас еще раз перекину вот на эту сторону, где все кресты. Вот кресты, где самые маленькие результаты показала. Ну и все, в принципе. Договорились о встрече, сам хозяин. Ну, не женщина, женщине трудно объяснить. Я вот все отметил реально. Вот перед тем, как это все сюда ставить, отметил. Все батарейки, сделал их по вольтажу, который они набрали. Ну, по возрастающей. И все. И на проверку все. Смотрите. 1000. Даже нету 30%. Это вот, ребята, это мои вот эти баллы. Понимаете? На самом деле, вот, допустим, пример делал, да? Где тут 1000 есть какие-нибудь 1000? Ага, 1700, вот видите, 43% и 2806 ампер часов. Короче, нету там ампер часов, здесь вообще нету ампер часов. Совсем потихой. Это я вот проверки проводил тут батареи. Видите, 3868, 97%. 6282 ампер часов. Вот такие дела. Это чисто для образца я вот это вот делаю. Бумажку, чтобы примерно объяснять людям схематически. А так, в моих интересах на самом деле, чтобы, блин, люди вообще не ломались, чтобы не оставалось этого печального следа, блин, что не думали, что батарейки, машина на батарейке это полное говно, понимаете? Я хочу, чтобы наоборот человек получал удовольствие, кайф, экономил бабки, блин. Но так как изначально был куплен автомобиль, ну, на скорую руку, так скажем, поэтому не уследили. Но на этом примере вот этой вот машины у меня, в принципе, много уже просмотров. Вот. На этом примере я думаю, что сейчас все-таки таких меньше станет ребят, которые смогут впарить гибрида без должной проверки. Либо, если впаривают с плохой батареей, чтобы они сразу уже говорили, что скидка такая-то, там, допустим, 100 тысяч рублей. Вот как я сейчас Альфу купил, я еще не видел, сколько там процентов. Поэтому вот после этого хотелось бы просто свою батарею эту снять и мою проверить батарейку. Понимаете? В принципе, у меня есть видео, да, где я все по номерам. Вот этот вот видос есть. Эти все по номерам есть. Если там кто-то что-то думает, что я тут что-то подтусовал там и так далее. Мне вообще без разницы. Это чисто уже как бы тема такая, то что, ну просто мое имя, так скажем. Сейчас я тут что-то поднатусую и пипец, и что будет. Какое обо мне мнение, да, будет. Вот поэтому резона нету мне тут что-то мешать. Мне наоборот сделать, отправить по красоте и все. Если бы тут вот 10 батареечек мы вот поменяем, да, на 10 батареечек вот этих, а вот эти-то кто будет менять? 977. 977, там даже в 30% даже не заходит. 20 там с копейками. Ладно, как-то так. В общем, завел аппарат опять. Как-то так. Вот смотрите, залито 4000 ампер часов. При проверке заливается 4000 ампер часов. Или что, блядь? Почти 3990 ампер часов, это другая тема. 6000 с копейками там ампер часов заливает. В общем, завел аппарат. Ну, эти, видите, сразу переключились на второй этап. Даже не успели они там ничего высадиться. Как бы, тут чудес не бывает, ребят. Просто не бывает чудес. Уже вон она, теплая. Вообще, такие батареечки опасно, блин, проверять, по идее.
В любой момент может что-нибудь пойти не так. Но электроника не даст. Отщелкнет все равно. Да, ребята, давненько я такого не видел. Прям жестко впарили батарею, блин. Даже я, что значит не проверить батарею, ребята, при покупке. Как мне сегодня один сотрудник говорит, если я, типа, батарею, короче, захочу Приусу купить, что мне делать? Я говорю, снимаем, проверяем. Снимаем, проверяем. Если не пройдет 3 этапа, вообще лучше не стоит брать. Потому что там может быть вот такой вот подкидыш, ребят. Ну а вот контакты, ребят. Смотрите. Как так, блядь? Кто-то собирал, короче, жестко. Быстро, на скорую руку. Подкидыша. Не заморачивался даже с контактами. Понимаете? Если бы я перебрал бы, блин, я по-любому контакты поменял. В общем, контакты с батареей. Смотрите, какие чернючие. Офигеть, блин, просто. В общем, в один конец отправили парня, видимо. И все. Ну, я такую батарею, конечно, встречал, но не до такой степени, прям, чтобы даже 10-20%, блин, собрали. Прям собрали 20% батарею, ё-моё. Как так-то? Вот 20, 21, 20, 19% даже есть. Но они не закороченные, еще раз вам объясняю, не закороченные. Как вот, допустим, ну вот эти тоже не закороченные. Здесь я вам объяснял по поводу процентов, сколько в ней осталось. А закороченные, когда в одной банке короткое замыкание. Она вся остальная работает, но в одной банке короткое замыкание. Уже до упора вот так дошло. Одна баночка вот до упора уже все. Здесь уже некуда заряжать. Эх, ладно. Поеду я, пожалуй, до дома, до хаты. Ну тут, как бы видите, тема какая. Залило всего 1600, блин, е-моё. Всего получилось ему залить 30%, короче, от емкости. Должен был 3000 залить. Почти 4 должен был залить. А залил всего 1600, половинку. Ну все, сейчас уже этап закончится. Последнюю циферку тут напишу. Все, уберу, выключу компьютер. Ну и в принципе все на этом. Сегодня закончу. Это у меня вообще жестко грязные жестко грязные. Надо, пора их уже выбрасывать. A few moments later. В общем, эпопея с этой батарейкой, которая была там очень мертвая, заканчивается, приходит к концу. В общем, решили собрать хороший модуль. Вот. Гарантия год с моим обслуживанием. В принципе, сейчас я ее проверяю, подбиваю. Все делаю прям по красоте. И все. И женщина довольная будет кататься, не ломаться. В общем, как-то так. Обслуженный хорошим остатком 100-90%. Вот так вот. В общем, батареечка получилась знатная, ровненькая. Прям 0,08 разбег. Все, вот так вот идет. Так что можно смело Екатерине ставить. Вот, женщина хорошая. Ну, парень выбил скидку, в принципе. Ну, дай бог, что. Главное, каждые 3 месяца ко мне буду проверять, вдруг, чтобы не проморгать это все дело компьютерно. Каждые полгода чистка контактов, продувка от пыли. В общем, батареечка зарядилась. 0,11 разбег. Ну, четко. Собираю. Звезды падали, эту ночь не подари. Я смотрю в глаза твои, да ну, оно мне надо.
надо ли, о любви не говори, в нашей дикой гавани я усну. Это электрокалина. Эта машина выпускалась в 2012-2013 году. Выпущен всего их было порядка 100 штук. Посмотрим, что под капотом. Хочу вам сразу сказать, что под этой плитой находится электродвигатель и небольшое количество батарей. Пойдемте посмотрим, что находится здесь вместо бака. Это батареи. Шильдик L Lada. А здесь розетка. Все, машина завелась. Коробка передач здесь очень простая. D вперед, R назад, нейтральная. Тишина и покой, не слышим, как работает двигатель. В этом автомобиле ломаться нечем. Электромотор и батарейки. Все. Поэтому вы сняли с производства. Нам не нужен такой автомобиль, который не ломается.